Свадьба без нарушений – вот к чему стремятся в ГИБДД. Инспекторы провели воскресный рейд на федеральной трассе. Воронежские стоматологи делятся опытом с ингушскими коллегами. В Магасе прошел практический семинар для зубных врачей. Битва на Зране. Список участников от Ингушетии утвержден. Спортсменам остается еще неделя на тренировке. На телеканале Ингушетия информационная программа «Новости-24». Здравствуйте. Свадебные кортежи как никогда под пристальным вниманием ГИБДД. Каждое воскресенье инспекторы проводят рейды, выявляют нарушителей. Очень часто в их числе оказываются участники праздничной колонны машин. Репортаж Юсупа Гелисханова. Для одних сегодня просто выходной, а для других самый важный день в жизни – свадьба. Именно поэтому на дорогах Ингушетии в воскресенье бывает на порядок больше машин. Чтобы перегруженность дорог не стала причиной ДТП, вдоль федеральной автодороги «Кавказ» на нескольких точках дежурят инспекторы ГИБДД. Мимо проезжают кортеж за кортежем, и все протекает на удивление без нарушений. А все дело в том, что они только едут за невестой. Безумие, как правило, начинается на обратном пути. Возвращаясь, некоторые родственники молодоженов останавливаются у мемориала памяти и славы для раздачи угощений. Старшие из семьи Мистоевых из Барсуков к поездке за невестой подошли серьезно, а потому машин немного и правила никто не нарушает. Но, к сожалению, таких ответственных на дорогах мало, потому очень часто поездка за невестой превращается в беспредельные гонки. А вот что творится здесь в час пик. Свадебные колонны занимают обе полосы движения, игнорируют встречное движение и создают аварийно опасные ситуации. Один за другим кортежи подъезжают к мемориалу славы. Пару минут, и несмотря на все усилия инспекторов, здесь образовался настоящий коллапс. Такое беспорядочное движение приводит в замешательство даже сотрудников ГИБДД. Еще одно распространенное и грубое нарушение. Операторы, снимающие свадебную процессию, садятся прямо на окна движущегося авто. А вот кортеж Албаковых назвать скромным по количеству автомобилей нельзя, но несмотря на это они ведут себя благоразумно. Родственники жениха понимают, что в такой день нельзя портить настроение окружающим даже лихачеством. Здесь же большинство из празднующих устраивают и лезгинку. Весело проводить время на свадьбе никто не запрещает, но при этом не стоит пренебрегать законом и просто человеческими ценностями. Автомобили участников кортежей в большинстве случаев тонированные, без госномеров. Здесь нами было выявлено два нарушения, такие как без водительского удостоверения, то есть человек, который не имеет права управления, садится за руль и выезжает со свадебным кортежем. Было составлено 2 административных материала в отношении этих людей и без госномерных знаков. В ходе рейда инспекторы выявляют нарушения и других водителей. Выезд на встречную полосу движения, превышение скорости. Всем лихачам и нарушителям выписаны соответствующие протоколы. Подобные рейды будут проводиться каждое воскресенье на всех опасных участках дороги. Юсуп Гелисханов, Адам Долгиев, Новости-24. С 21 по 30 августа ингушские педагоги пройдут интенсивный курс повышения квалификации. С этой целью в Ингушетию приезжают их коллеги из Воронежской области. Обмен опытом между коллегами состоится в рамках соглашения, заключенного региональным Минобром и Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области. Перед началом учебного года повысить квалификацию смогут порядка 1400 учителей русского языка, математики, истории, обществознания, биологии, химии и педагоги начальных классов.
26 августа на стадионе школы-лицея Назрани пройдет ежегодный фестиваль культуры и спорта. Там будут выявлять лучших спортсменов Ингушетии в 12 дисциплинах. Это будут легкая атлетика, армспорт, перетягивание каната, борьба на поясах, лазание по канату, передвижение на ходулях, перенос тяжести на дистанцию, стрельба из лука, поднятие тяжести, силовое троеборье, прыжковое двоеборье, мини-футбол. Сильнейшие войдут в состав команды, которая отправится на окружной фестиваль в соседний регион. Центром проведения этого широкомасштабного спортивного события на 2 дня с 30 августа сентября по 1 октября станет стадион «Спартак» в Владикавказе. Этот фестиваль проводится в целях пропаганды народных видов спорта, нацелен на приобщение молодежи к здоровому образу жизни и многовековой традиционной культуре. Напомним, что в прошлом году наши спортсмены заняли 1 место. Любителей спорта приглашают поддержать наших спортсменов и стать зрителями яркого спортивного праздника. Ингушские стоматологи участвовали в практическом семинаре. Лекторы поделились знаниями на тему лечения неотложных состояний при проведении местного обезболивания в стоматологии. На курсы повышения квалификации пришли также терапевты из разных поликлиник региона и специалисты из других регионов. Материал Марины Муталиевой. Хороший врач должен обладать знаниями не только в области своей узкой специальности, но и уметь оказать первую медицинскую помощь пострадавшему. К примеру, не исключение и такие случаи, когда, сидя в стоматологическом кресле, пациент падает в обморок, либо из-за неосторожного движения инородное тело попадает в дыхательные пути. Здесь для врача важно не растеряться и грамотно воспользоваться навыками, о которых и идет речь на сегодняшнем семинаре. Если пациент еще стоит, еще дышит, еще может говорить, мы сзади со спины, в районе лопаток, где-то вот как раз по уровню позвоночника, наносим 5 быстрых, не хлопающих ударов, а немножко наклонив пациента, реально сильно бьем, открытой ладонью. Это дает возможность пациенту, он может выплюнуть все-таки. Инициатором семинара выступает Республиканская стоматологическая поликлиника имени Магомед-Башира Мальсагова. Повышению квалификации специалистов здесь уделяют большое внимание. К нам приехали и свои наши стоматологи районные есть, и из ближайших республик тоже приехали стоматологи посмотреть, выслушать и участвовать в этом мастер-классе. Все основные принципы диагностики и лечения неотложных состояний изучали на семинаре не только опытные медики, но и те, кому еще предстоит столкнуться с ними на своем опыте. Жанетта Дидикова работает в качестве стоматолога чуть больше года. На ее практике экстренных ситуаций пока не было. Однако приятно чувствовать себя готовой ко всему, признается Жанетта. Сама по себе то, что необходимо постоянно обновлять, учить. Нет предела совершенства. И это в конечном итоге мы не можем все знать. Те же базовые вещи, которые мы выполняем из дня в день, мы их доводим до автоматизма, но иногда бездумно даже. Вот это вот должно уйти из нашей практики, для этого необходимы такие вот конференции. Лектор отмечает, что эти знания могут пригодиться любому человеку, а не только медикам. Однако далеко не каждый сумеет грамотно оказать первую помощь пострадавшему. Мало кто может похвастаться знаниями в этой области. К примеру, чтобы популяризировать эту практику среди молодежи, Министерство здравоохранения Британии привлекли известных актеров. Замыкаешь пальцы, костяшки сверху, затем нажимаешь прямо где суверен. Теорию здесь подкрепляют практическими навыками. Лектор демонстрирует и отрабатывает навыки базовой сердечно-легочной реанимации на манекене. Сначала необходимо оценить состояние пострадавшего, поясняет медик, его сознание, дыхание и кровообращение, и только потом приступать непосредственно к проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Поставили жестко на грудину ладонь. Поставили. Как говорю, есть вот такой вот способ, есть такой способ. Мне больше нравится это. Выпрямили локти и зафиксировали в плечевом поясе. То есть мы не делаем вот этого. Мы зафиксировали на коленях и начинаем работать. Лекторы напоминают, при неотложной ситуации у вас есть максимум 8 минут, чтобы спасти пациента. По окончанию семинара всем участникам выдали сертификаты, подтверждающие повышение их квалификации. Марина Муталиева, Адам Кадзоев, Новости 24.
Сахарный диабет – болезнь, требующая строгой диеты и постоянное наблюдение врачей. В последнее время диабет часто выявляет у молодых людей, что же говорить о пожилых. Но болезнь – это не приговор, если, конечно, строго следовать советам медиков. Слово нашему корреспонденту. Абузит Баркинхоев уже 3 года борется с сахарным диабетом. О своей болезни он узнал случайно, когда проходил обследование. Самым сложным для него было привыкать к жесткой диете, признается он. Диабетику трудно стрессы переносить. Жирную пищу, там, соленую, острую, вот это надо ограничивать. Особенно в первую очередь сладкую. Надо сладкое убрать все из диеты. Вот так, сахар я как уже с 2013 года. И вот насчет сахара я скажу, что я систематически употребляю таблетки. Там уже нельзя не пить. Жить без сахара так сладко. Пожалуй, под этой парадоксальной фразой мог бы подписаться каждый диабетик. Ведь в коварстве этого недуга они убеждаются каждый день на своем буквально горьком опыте. Сахарный диабет считается одной из самых загадочных патологий, когда-либо поражавших человека. При сахарном диабете происходит обезвоживание организма, нарушение углеводного обмена и так далее. Вообще сахарный диабет делится первого и второго типа. Первого типа он чаще наблюдается у детей и у взрослых. А сахарный диабет второго типа, там инсулин вырабатывается, но никак глюкоза не попадает в клетки. На ранней стадии заболевание редко сопровождается болезненными ощущениями и не всегда имеет выраженные симптомы. Медики отмечают, чтобы заметить первые признаки диабета, необходимо внимательно прислушиваться к своему организму и, конечно, знать, на какие болячки стоит обратить внимание. Сахарный диабет – это постоянная сухость во рту, это постоянная жажда, это частое мочеиспускание, постоянные признаки голода даже после съедения пищи. Это мышечная слабость, это головные боли, это сухость во рту, сухость кожи и сухость во рту. Там очень плохо у них заживают раны обычно. Современные методы лечения и предписанный режим питания вполне способны сделать жизнь больных полноценной и комфортной. Чтобы предотвратить осложнения, врачи рекомендуют как минимум раз в год проходить обследование, особенно при наличии факторов риска, тем более при появлении первых признаков сахарного диабета. Мака Келиматова, Адам Долгиев, Новости 24. В физкультурно-оздоровительном комплексе Малгобека состоялся турнир по борьбе памяти чемпиона мира Европы и СССР по вольной борьбе Магомеда Гатагажева. В нем участвовали более 200 юных спортсменов из разных районов республики, а также из Чечни и Моздока. Ребята боролись в нескольких весовых категориях. Материал нашего корреспондента. Несколько часов подряд зал ФОКа в Малгобеке сотрясался от криков болельщиков, тренеров, да и самих молодых спортсменов, приехавших побороться за звание лучшего. Хотя само участие в таком турнире для ребятишек очень приятно. В таком юном возрасте каждые соревнования запоминаются, особенно если одерживаешь в них победу. Одним из первых победителей сегодня стал Абдулмалик Гатагажев. Он показал уверенный и хладнокровный поединок, закономерная победа, и здесь видна рука тренера. Меня сюда привез папа. Я уже занимаюсь 2 года. Мой соперник уже достаточно был сложным, но я его победил. У меня был счет 8-4. Турнир проводится в память о выдающемся борце вольного стиля Магомеде Гатагажеве. В свое время он становился чемпионом СССР, Европы и мира. Продолжить линию своего славного земляка и привить детям любовь к спорту. С такой целью родные и близкие спортсмены организовали турнир. И пока все складывается весьма удачно. Призыш ИСА, только призыш ИСА, кубка, медали ждем. Шебясок, соу, шебя, такая ворсак, злотыш бирыш. Так бирыш, да, это ждем, диклотыш бы, радио, соу, да, ардеш ждем, наха, сбол ждем. Схватки здесь проходят одновременно на 2 коврах, так и интенсивность повышается, и борцы соревнуются с зрелищностью ведения поединка. Ребята показывают отличную технику. Евкуров Мухаммед победил 2 своих соперников, и это не первые и далеко не последние победы, говорит Мухаммед. А пока можно и отдохнуть немного до следующей схватки. Первая схватка, тренер спокойно латёрся, тренировка спокойно латёрся.
В числе сегодняшних участников и гости из Моздока. В прошлом году команда сумела завоевать 3-е место, а в этом обязательно поборется за ступеньку повыше, уверены спортсмены. Первые схватки прошли хорошо, и ребята планируют продолжать в том же духе. Я привез 5 учеников своих, пока без проигрыша идем, вроде нормально. В прошлом году тоже у вас выступали, соревнования хорошие. Спасибо, что приглашаете нас, не забывайте то, что... На что в основном акцент делаете? На технику или на... Ну, в основном на технику, в основном младшие юноши, в основном на технику. Чуть-чуть подрастим, потом уже на физику начнем, наверное. Это очень хорошее соревнование. Спасибо вам, что пригласили вообще. Это для нас, что мы должны развиваться, более сильнее становиться. Я постараюсь выступить на все более лучше и лучше и постараюсь занять 1-е место. В числе активных болельщиков сегодня и знатоки вольной борьбы. К примеру, Яндиев Мухаммед сам в прошлом борец вольного стиля. Услышав, что в честь Магомеда Гатагажева проводится турнир, он поспешил в ФОК и заодно прихватил своего внука. Он также должен выйти на ковер. Я хочу тех организаторов, кто организовали вообще вот этот турнир, посвященный Магомеду Гатагажеву, Магомеду Гореевичу, выразить им огромную благодарность от себя, от своей семьи, скажем, от своего внука Магомеда, тоже мой внук Магомед, который сегодня борется здесь. Организаторы отмечают, главная цель этого мероприятия – мотивировать молодое поколение, ведь им есть с кого брать пример. Будущее вольной борьбы за этими молодыми ребятами. نخشش كهرينا عند هيرش كهرينا شكمان ديوس داقلاتش ويجي حربة يستخش كرسو وتشكي كثيرات أو بيرشت زين بولوجيا حقش بيالش تلاتة سبورت حقش بيالش وكمان مثل شو على تنبيد بيان غد كل سندوش جوا دخو خصو وتشحمك يشيا اشتهي يشترون يقع شو لا يجي روشر. Соревнования продлились до самого вечера. Атмосфера праздника спорта сохранялась до последней схватки. И девиз «Главное не победа, а участие» здесь подходил как нельзя кстати. Грамоты и медали ребятам, конечно, лишними не будут, однако гораздо важнее опыт и новые знакомства. Тамерлан Хамхоев, Исмаил Гатагажев, Рахман Цуров, Новости 24. 27 августа молодые бойцы М1 выйдут на ринг в рамках турнира «Битва в Назране». Окончательный список бойцов, представляющих Ингушетию, уже утвержден, и в их числе спортсмены из клуба «Эрзи». Они сейчас буквально в поте лица готовятся к битве. С ними встретился наш корреспондент Тамерлан Хамхоев. Воссоздать картину, которая может ждать бойца в рейдже. Эту задачу ставят перед собой тренеры бойцовского клуба «Эрзи». Очередной этап подготовки к 8-му турниру «Дорога в М1» проходит насыщенно. Времени на отдых нет. Чем ближе соревнования, тем выше градус напряжения, витающий в зале. Сборы в мужичи уже позади, отобраны сильнейшие. Поблажи никому не было. В принципе, там как-то не тренироваться или как-то нехорошо проявить себя. Ни у одного бойца шанса не было. Так что сборы прошли отлично, все поработали достойно. Сейчас у бойцов сгонка веса – один из самых сложных и энергозатратных этапов в процессе подготовки. Переутомление тоже может негативно сказаться на мышцах. Впрочем, и в случае недостаточной интенсивности легких тренировок весь процесс подготовки может пойти на смарку. Зурабу Цучоеву предстоит согнать за 2 недели около 10 килограммов. Цифра внушительная, но при грамотном распределении сил и соблюдении диеты вполне реально. Более на скорость упражнений, более секрет, кстати, делали, парик партнер, бобох на ошибках и лотчана фанакла дахам. Дикак янкиш бу, залгулиюк янкиш бу, сайгер хам хаец аз дикак. С работой в партере у ингушских бойцов практически никогда не возникает трудностей, однако нет предела совершенству. Оттачивать навыки борьбы – одна из основных составляющих успешной подготовки. У нас, у каждого бойца, у него вообще базовые виды спорта. У некоторых борьба хорошая, у некоторых стойка хорошая. Ну, мы как бы сочетаем все. У кого борьба плохая, мы ему борьбу подтягиваем, у кого стойка слабая, ему стойку подтягиваем. И просматривая бои соперников,
Стараемся подготавливать каждого спортсмена индивидуально. Последняя битва в горах завершилась для 6 из 7 ингушских бойцов настоящим спортивным триумфом. А для ребят, что только пробивают себе дорогу в ММА, это еще один большой стимул. Выиграть на глазах у многотысячной публики, поддерживающей тебя до конца, только ради этого спортсмены готовы выкладываться на каждой тренировке. Ну, на тренировке все четко. Всегда на борьбу я акцент делаю. Акцент на борьбу я всегда. Утром кроссфиты, пробежка легкая. Еще вечером стойка. Список бойцов, заявленных для участия в турнире, уже утвержден. В их числе и дебютанты, однако есть и те, кто может похвастаться опытом выступлений в рамках Лиги М1. В любом случае, тактика спортсменов с обеих сторон станет сюрпризом для болельщиков. Требовательная публика, уже знакомая с турнирами М1 не понаслышке, ждет настоящего зрелища. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к жителям республики, чтобы пришли на турнир, поболели за них, потому что публика, поддержка, это играет огромную роль в боях, чтобы ребята чувствовали поддержку. Хотелось бы, чтобы пришли, поболели жители республики. Функциональная подготовка, работа в партере и отработка ударной техники – все это уже позади. Теперь, чтобы уложиться в вес, ребятам придется изрядно попотеть, а с болельщиков требуется обеспечить бойцам поддержку. Тамерлан Хамхоев, Исмаил Гатагажев, Новости 24. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго.